Здравствуйте! Начинаем с вами уже завершающие этапы нашего курса. Мы почти закончили с вами моделировать эту модель. Мы на этом примере научились с вами работать с текстурами, научились подправлять текстуры, если они неправильно у нас получились. Также сделали на примере таких моделей, как фоторамка, монитор, увидели, как можно использовать несколько материалов. То есть материал у нас есть серый и плюс материал с текстурой. Да, мы можем это комбинировать на одном объекте. Что нам с вами осталось сделать, это докончить модель комнаты и докончить модельки, которые у нас осталось докончить. Например, пенал у нас должен иметь тоже какие-то материалы. Давайте, пусть он тоже будет серого цвета. Для этого я нажимаю на пенал, вхожу в вкладку Material Properties и здесь в библиотеке материалов выбираю серый цвет. Здесь получается у нас серый цвет есть, а карандаши мы можем покрасить в разные цвета. То есть карандаш сделать, например, один карандаш сделать зеленым, второй карандаш сделать синим. Лучше, конечно, здесь материалы сразу переименовывать, да, чтобы не путаться в библиотеке. И пусть еще один карандаш будет красного цвета. Что нам еще осталось сделать? Так как у нас карандаш имеет несколько материалов, скажем так, в одной модели, мы создаем следующий материал. То есть сделаем еще один слот, создадим новый материал, он будет белого цвета. И здесь мы только эти фейсы применим белый материал. Да, И здесь то же самое, но белый он уже... Видите, что я сделала? В чем ошибка? В такой ситуации Ctrl-Z мы возвращаем. Я применила в первом слоте, сразу поменяла цвет. Так делать не надо, иначе у нас... Это тот же самый материал, просто я забыла переименовать, чтобы вам было понятно. Теперь во втором слоте выбираю и нажимаю Assign. Таким образом у меня тут получается белый цвет. Опять возвращаю, ничего страшного, красный. Второй слот делаю белый и здесь Assign. Выделенные фейсы становятся светлым. Но мне кажется, здесь можно чуть-чуть еще поработать. К примеру, эджи здесь можно поднять, да, чтобы как-то более реалистично выглядит тогда. Здесь то же самое. 2 раза G, чтобы Grab подвинуть. И все. Собственно, наш рабочий стол, пол готовы. Но если мы будем сейчас делать рендер, через камеру посмотрим. Не будем сейчас пока через камеру. Если даже так будем смотреть, у нас должна быть стена, да, то есть эта комната подразумевает. Давайте экструдом по Z поднимем стены. Такая у нас комнатка. Единственное, что теперь нам нужен еще один материал. И давайте, как мы до этого с вами работали, будем искать в интернете обои. Текстура обои. Да? Обоев или обои. Просто ищем такие текстурки в картинках. И выбираем. Опять-таки выбираем. Мы можем посмотреть разные картинки, сохранить картинку как, и в текстурах мы сохраняем обои, называем обои 1, сохранить, и следующее у нас, например, пусть будет такой коричневый цвет. То есть мы
Сохраняем сразу несколько обоев, чтобы выбрать, если что-то не понравится, быстро-быстро поменять, не отвлекаясь на поиски. Поэтому мы предварительно именно сохраняем разные виды обоев. Разного цвета мы можем попробовать вот такой. Тут качество маленькое или нет, как будто бы маленькое, не знаю. Главное, чтобы он был бесшовный. Обои должны быть бесшовными, чтобы быстро вот стыковались друг с другом обои. Так, либо вы можете даже не вот так сделать, написать обои, наоборот, да, текстура обоев, либо, обратите внимание, вот здесь наверху есть, предлагает Google разные варианты, вы можете попробовать. Вот открывает обои полоска, вы даже вот в этом магазине можете зайти, да, вот тут есть такой магазин обоев, точнее не обоев, а в Озоне есть, предлагаются настоящие обои, которые, видите, люди используют даже. Просто мы попытаемся сейчас сохранить картинку. Так, почему-то не получается, может защита какая стоит. Сохранить картинку как? Наверное, будет очень маленькая. Нет, не сохраняется. Ладно. Тогда переходим. Вот, посмотрим полосатые обои. Они мне как-то не нравятся. Ладно, достаточно. Переходим к нашему объекту и создаем новый слот. Создаем новый материал. Здесь Base Color меняем на текстуру. И открываем Open в текстурах. Вот давайте вот эти мне. Вот эти очень нравятся. И так как это второй материал, и мы еще не сделали Assign, то есть здесь напишем обои, чтобы не путаться. Сделаем Assign. Вот, и здесь то же самое. Что здесь не так? У нас что-то не так. То есть мы видим, что вместо картинки листьев мы видим просто полоски. Это нас не устраивает. Это не то, что мы хотели. Поэтому в UV Editor заходим и делаем заново Unwrap. Тут то же самое Unwrap. И выделяем вот эти две. Видите, рисунок очень крупный. Мы можем проскейлить размер развертки. И получается у нас вот такая стоящая комнатка. Стена есть. Да, вот. И все. Мы подготовим на следующем уроке уже, как будем делать рендер. Все, до следующей встречи.